Кстати, вам не кажется, что в слове «надобно» «бно» не надо? Всем привет, это шоу Local Life. Да. Это шоу, в котором мы рассказываем обычно, как дела у нашего клуба, как дела у комиков нашего клуба и как дела у зрителей нашего клуба. Сегодня, как обычно, у нас есть голос зала. Сегодня за голос зала у нас отвечает Ян Липай. Всем привет, я тут, ребят, я тут. Такой приятный голос у зала сегодня. Да. Да, Леша, Ян, как у вас дела? Была такая история на открытом микрофоне. Ого, прямо на микрофоне. Прямо на микрофоне первый раз выступал со своим стендапом комик из Азербайджана. И он подошел... А он, возможно, в зале сегодня. Это ты был? Фарид, это ты? Короче, азербайджанский комик выступал первый раз. И вначале перед микрофоном он сказал: можешь, пожалуйста, поздороваться со мной не вот так, я вел, если что, микрофон, а по-азербайджански. Это значит за руку и поцеловать его, ну, как бы щекой. Вправо нужно увернуться. И настал тот самый момент, и я растерялся. И он, я не знаю, растерялся. Я не знаю, у меня немного как в тумане. Все, но мы в итоге прям губы в губы. Прям губы в губы. Это его первый раз был. Ну, мой первый раз тоже это был, если что. И как, тебе понравилось это в целом? Это колюче. Прям губы колючие? Да, прям губы кололись. То есть, я не знаю, почему. Ну, это... Я вообще очень надеюсь, что он придет еще выступать. Потому что не перезванивает до сих пор. Ян, а что у тебя? Я вот ездил наконец-то. с Гариком Оганесяном в Гданьск. Вау. Вот да, мы были там вчера и позавчера. Так сказать, организовал концерт Гарику и разогрел его. И что могу сказать? Меня заебал Гарик Оганесян за это время. Потому что, если вот вы не знаете Гарика, он вот такой человек, он постоянно поет песню «Сидим с бобром за столом». Блядь. Просто это все, чем он занимается, вот он поет эту песню. И иногда, это вот счастливые моменты, он чуть-чуть переделывает. А ты помнишь какую-нибудь самую удачную переделку? Ну, удачных не было, честно скажу. Пока выглядит как какое-то одностороннее обвинение, честно говоря. Я думаю, что нам нужно выслушать вторую сторону этой истории. Бобра. Бобра. Стол у нас есть. Итак, Гарик Оганесян. Да. Блин, что это, Ян? Я хотел выйти в стиле «Пусть говорят», когда, знаешь, выходит дядя и стоит и сразу орет без микрофона, типа, ты что на меня нагнал? Ну, у нас охраны нет, так что слава богу. Охраны нет, блядь, ты что я тебя заебал? Ну, я думаю, все поняли, что это прикол. На самом деле... Какой прикол, люди меня не знают даже. Ползала не знает, какой-то хач заебал. Что вы, как меня вообще выставляете? Ага. А все знают Гарика, нет? Не, ну так... Это не объективно. А кто не знает, похлопайте. Почему? А вот почему они счастливы, что они меня... Они прям... Давайте проанализируем, Потому да? что все, что они о тебе знают... Да. Те, кто знает, без негатива. Те, кто знает их больше, но они спокойно хлопают. Да. Но те, кто не знает, 5 человек, Они прям счастливы. радуются, что не знают. Они волну пустили сзади. Мы его не знаем. Ладно, на самом деле, а мне очень понравилось с Яном. Ты очень приятный попутчик, собеседник. Мне было Ну, очень... не всем так повезло. Да, я думал, что тебе все нравится, и поэтому не менял вектор. То есть мне казалось, что твой смех всегда это значит, что все круто идет. Зачем экспериментировать? Ну, уже такой истерический был. А знаете, как Ян переделал эту песню? Раз он Интересно. сказал, знаете, как он переделал песню? Знаешь, Бобернама, стендап-комик. Конечно. Вы знаете Бобернама? Ого. Вот как Ян переделал. Ну, вы уже понятно. Он говорит, сидим с Бобернамом за столом. Вот так он переделал. Я говорю, это даже не в такт. С Бобернамом за столом. Ты сказал, красава, новая переделка. Такой еще не было. Это Вот так. была ирония.
Вообще мы эти дни, пока Гарик в Варшаве, живем песнями, мы только песнями занимаемся. А как еще жить? Мы вчера с Гариком пошли, здесь на улице у нас открылась итальянская забегаловка, и мы там купили с Гариком фокаччу. Она была отвратительная, и мы потом пели песню «Фока, фока, фокачивая». Фака-фака. Блин, я Гитлер, я не понимаю, почему я так делаю, и все... Фака-фака. Перьями. Ну, тут надо поработать еще. Да, окей. Гарик, как тебе этот приезд в Польшу? Помню, как я приезжал. Не хотелось уезжать. Как Липай меня встречал. Гданьска провожал. Говорил, что я угар. Пам-парам. Оказалось, наебал. Слушай, да нормально, мне очень нравится. Здесь с каждым разом все больше. Чего? Все больше нравится в Польше. То есть первый раз, по-моему, я в такое тепло приезжаю. Для меня это тепло у вас. То есть мне Гданьск очень нравится. То есть у меня топ городов такой. Это не Гданьск. Это другой. Какой? Что мы где? Здесь это... Короче, Варшава Минск. входит в топ-5 моих любимых городов Польши. То есть это у меня... Классный город, то есть... Да, у Гарика сейчас идет тур. Тур называется... И там, и сям. Что это за фотка? А у тебя это не официальная фотка твоего тура? Я в сауне в пиджаке. Ну, это не объяснить это или не надо, или как будто... Это надо объяснить, это все что объяснили. По-моему, все понятно. Это надо объяснить. Объяснить. Дайте я буду так говорить, а вы допивать, хорошо? Это надо объяснить. Короче, мы в Саратове с ребятами раньше, когда мне можно было в России жить, ну ладно, до того, как я сам принял решение, уехал, мы ходили в баню, как в «Иронии судьбы». Ага. Или в начале года, или под конец года. И у меня почему-то какой-то был прикол, что я все время в желтом пиджаке. То есть я в парилке в желтом пиджаке, там в желтом пиджаке. Это очень прикольно. Да. Потом на улицу уходил в желтом пиджаке, потом болел пару месяцев в желтом пиджаке всегда. Не, на самом деле классная фотка. Это для шансон-альбома, кстати. Кстати, да. И там, и сям. Да. Да. Да, Было приходите в тур. А когда вы выйдете? Все закончится и пойдем. 3 часика, Гарик, буквально. Шоу будет не из легких. Я думаю, что через неделю. Да, тогда вы успеете прийти на мои концерты в странах Балтии. Где камера? Вот в эту можно я буду говорить? В странах Балтии и в Израиле. Приходите. Про жителей Израиля хотел с тобой поговорить еще. Несколько дней назад мы с Гариком пошли перекусить. Мы постоянно ходим перекусить с Гариком. То фокаччу, то еще что-нибудь. И мы сели за столик, и к нам подошел официант через какое-то время и принес салфетку. Помнишь? Да, и на салфетке официант сказал, что это вам попросили передать от другого столика. Вас, видимо, узнали. Гарик разворачивает салфетку, и там написано, там вопрос. Чем пахнет шац? Я сказал, он пахнет как спокойствие, как тишина, как 10 часов непрерывного сна. Как четверг, как 16:00, как ромашковый чай и покой. Ну, вообще интересно, если бы шац был запахом, то каким? Ветким. Почему я должен, как его адвокат, ездить и отвечать? Я не знаю. Нет, кстати, Михаил Григорьевич потрясающе пахнет для своего возраста. Блин, я не знаю, как это. Но он очень круто выглядит. Ты заметил, он же вообще Бенджамин Очень круто Баттон. выглядит, да. Он реально с каждым годом все круче. А ему 60, по-моему, в этом году. Да, мне рассказывали, что он везде в турах ходит в спортзал и занимается каждое утро. Да, я везде с тобой хожу, жирную еду ем, прикинь? Он меня переживет, вот. Он меня переживет. Слушай, а вот вообще, ты же Пам-парам. встречал много достаточно известных людей Да. на своем пути. Блять, что я веду вообще? Да, это как будто Борис Корчевников. Ты встречал много людей. Скажи, вот твой друг, который умер, он тебя слышит оттуда? Да, он слышит меня, Борис. Чем он пахнет? Чем он пахнет? Он пахнет, знаешь, он пахнет Богом, потому что мы русские, с нами Бог. Он пахнет росой с русского луга. А чем пахнет Екатерина Шульман? Хумусом.
У меня нету ответа. Почему я должен... Так, чем пахнет Екатерина Михайловна? Ну, она приятно пахла, кстати. Нормально. Переменами пахнет она. Да, такими высоконотными переменами, да. Да. Ну, интересно, конечно, это все интересно. Да, это мне тоже интересно. Это очень интересно, да. И не могу не спросить, у тебя есть фотография еще с Дмитрием Песковым. Помнишь ли ты, чем пахнет Песков? Я вспоминаю первый куплет песни «Монеточки». А ты пахнешь. Пахнет как селф-харм. Пахнет как очень плохой план. Пахнет детской травмой и истериками по утрам. И навкой. Enough. Enough, guys. That's enough. Enough, guys. Здорово, это все очень здорово. Это все... Я даже не знаю, Гар, как... перестань это делать, мы заебемся права покупать на все эти песни. Выпуск «Красную монету» получает сразу. Да, ну, нет, Песков я не помню, если честно. Он пахнет охранниками, которые меня быстро от него начали отдирать. И, конечно же, тоталитарным режимом, от которого я уехал. Вот, наконец-то мы услышали то, что мы хотим слышать в нашем шоу. Слушай, Гарик, а вот у меня еще вопрос, можно задам? Да. Наводящий. Какие сериалы в последнее время смотрел? Мы в Ереване. У нас же клубы побратимы, кстати. Да. Мы еще не братались, кстати. Но у нас есть клуб в Ереване, Ари стендап-клуб. Если будете в Ереване, приходите обязательно. Да, классный клуб, я там был. Это он входит в топ-5 моих любимых стендап-клубов. Какая месть подается холодной. Значит, и мы нашли золотую жилу. Потому что сначала Артур Чапарян решил, что он хочет смотреть Наруто, он фанат Наруто, и он смотрит Наруто просто вот на... Вот у нас такой же примерно зал, и вот у нас так экран, и Артур Чапарян сидит вот как я и смотрит Наруто. Полный зал людей, просто полный зал. Наруто 720 серий. Артур берет всякие там серии, какие-то по 20 минут. Значит, и он начал это делать. 3 солдаута. Я скриню, значит, его третье сообщение с солдаутом Наруто и выкладываю себе в сторис в Инстаграм и подписываю. А мне что, сериал «Клон» смотреть теперь? И мне все армянки проснулись, которые на меня подписаны были и которые в Ереване живут. Такие, да, смотри сериал «Клон», это круто. И я такой, ну в прикол поставлю «Клон», там один раз соберется, сразу солдаут. Я такой, мы вообще не стендап-клуб, мы видеопрокатная просто. Мы просто видео смотрим. И я уже... Мы 5 серий уже посмотрели. В «Клоне» 250 серий. Мы смотрим раз в неделю. Если мы будем раз в неделю смотреть, 5 лет пройдет. Я еще в туры уезжаю. Прикинь, мы 5 серий посмотрели. Короче, я всем советую, если вот у вас есть какой-то любимый сериал, смотрите, людям это больше, чем стендап заходит. То есть вот действительно, у меня был момент, когда у меня был сольник, а до этого «Клон», на «Клон» солдаут, на сольник ползала. Я сижу и думаю, я кто вообще в этой жизни? Я Мурилу Бенисио? Или Джованни Антонелли? Или Эстенио Гарсия в роли Али? Ну ни хрена себе, ты в материале вообще. Я даже переписываюсь с одной из актрис, ты представляешь? Да, ты мне рассказывал, что это главная героиня. Нет, но она родила клона. Извините за спойлер. И она мне уже просто на сторис отвечает. То есть я в какой-то... еще прикол, что мы посмотрели серию, и там она по сериалу... Там такая Роза, это такая статная, красивая, темнокожая девушка, и она там танцует танго с маленьким, пухлым, короче, чуваком, вот прям, знаешь, таким таксистом, вот с таким пузом. И мы всю серию смотрим, и такие, типа, блин, ну как такая красотка с таким, типа, ублюдочем может быть? Типа, и потом я начинаю с ней переписываться, и она мне начинает что-то отвечать, какие-то эмодзи ставить, и я такой, блин, со мной флиртует Дэл. И мне такие, так ты помнишь, какой типаж у нее? Я понял, что это я, этот пухлый чувак. Это низкий пухлый чувак, это я. Это просто я, молодой Эдуалду. Класс, мы сделаем. Вообще нам нужно сделать что-то братское между нашими клубами, вы не думаете? Может, что-нибудь... Что? Может, что-нибудь... Я не знаю, а как панки там? Или кто-нибудь шарит вообще? Как братаются? Как братаются панки?
Ну, мы должны что-то, какую-то тару общую что-то сделать. Обнимемся просто, Гарик. Давай сделаем какое-нибудь шоу, типа, с прямыми эфирами, с телемостами. Телемост Ереван, Варшава. Познер с Америкой делать? Да. Давайте. Давайте мы будем смотреть шоу вашего клуба у нас на проекте. Блин, это очень смешно. Прикиньте, продавать билеты на то, как я смотрю клон Да. у себя. А потом появится еще один клуб, который будет смотреть ваш комментарий на мой комментарий на клон. Блин, идеально. На клон. А еще, на самом деле, вот мы хотели с тобой быстро... Гарик очень любит всякие игры. В прошлый раз, когда у нас был Гарик, мы играли во что? Fuck, Marry, Kill. Да. Он обожает эти игры. И еще он постоянно играет со всеми вокруг в игру «Что бы ты выбрал». Знаете эту игру? У меня даже шоу есть, чтоб ты выбрал, называется. Смотри, Гар, что бы ты выбрал? Каждый месяц у тебя оргия с Мизулиной, Шаманом и Цыгановыми. И, Я пятый. ты шестой. Пятый Борис Корчевников, который сидит в углу и смотрит на все это. О, ребят, потрясающе. Ребята, это какой-то божий промысел. Это... И там Цыгановы и Шаман втроем. И он такой, триединая святая Русь. Да. Либо жить в Варшаве с внешностью Путина. А оргия как часто происходит? Каждую неделю. А я, извините за подробности, можно я уточню? Конечно, Гар. В этой оргии там все как бы, Ну да. меняются там, то есть... Да, или все. я как гетеро? Нет, нет такого, что ты прикреплен к шаману, там только ты... Не, там, давай так, там 4 человека это парни, 2 девушки, шанс велик. 2 девушки, 2 парня и Корчевников сторонний наблюдатель. И я. И ты, да. Но я Но- просто, меня с парнями как-то, с Мизун, Ну почему? Да и Цыганов. Давай уточним, старшая или младшая? Ну, младше. Ну и Цыганов, ты такая, типа, милф. Ну, короче, вот это. Ну, мне интересно. Во-первых, я буду всякие инсайды узнавать. Да, ты думаешь, они там обсуждают все, да? Ну, да. Корчевников смешной в углу, мне кажется, я буду. Да. Шаман, когда кончает, орет «я русский» всегда. Не, он орет «встанем». Еще раз. А этот самый Путин в Польше, если будет, то что? Ну, ты живешь просто с его внешностью. Ну, а это поляки знают, что я не Путин? Но они недолго разбираются, мне кажется. Они... Ну, я бы хотел, знаешь, полчаса бы пожить. Я думаю, больше бы и не получилось. Вот чисто в бар зайти, вот типа я Путин. Я захожу в бар, и какой-нибудь поляк такой... Голос у меня такой же, как вот сейчас? Вот. Нет, полностью как все, как он. Ну я Путин, грубо говоря. Ну да, но внутри ты понимаешь, что ты не Путин. А Путин, который там, это я? А он Там, как... там А он как ты, да. Короче, выбери оргию просто. Будет Подожди, проще. Путин, который президент, это кто? Я внешне? нет, там двойник. Мы так далеко не думали, но можем порассуждать. Нет, давай ты внешне. Нет, он как он, то есть 2 Путина. Да. Один здесь, второй там. Так. Но внутри он ты. Не, ну я бы остановил бы пиздец весь. То есть внешность его, да. Ну хорошо, все. Нет, секс, прикинь, я после этого такой... После того, что я сказал, что я бы все остановил, такой, нет, секс все-таки. Интересно на Борю посмотреть. Отлично. Это Гарик Оганесян. У нас новости клуба. Что ж, незначительные новости клуба. Возле клуба проходил мужик в очень смешной шляпе. Кто-то не закрыл дверь клуба, и к нам занесло пух. Умер папа Франциск. Для клуба это незначительно, сказал Идрак. Так, остановитесь. Ого. Это еще что такое? Так, мы закрываем это шоу. Разрешите представиться. Я третий заместитель второго заместителя комитета единого контроля, сокращенно КЕК, Михаил Григорьевич Бунша. Очень приятно.
Я пришел для того, чтобы закрыть ваше шоу. Точнее как. Сначала я хочу сказать, давайте скажем спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, что мы все здесь. Вы кто? Это очень... Я приехал сюда, чтобы цензурировать это шоу. Потому что мы пытались в Беларуси отключить YouTube. У нас не получилось. Мы только обесточили Мозырь. Вот. И раз мы не можем с этим справиться, я буду цензурировать ваше шоу, и мы будем вырезать все, что я скажу. Мы вырежем все, что ты скажешь. Хороший ход. Ты знаешь что, щенок? Ого. Тебе, Ничего себе. тебе концерта в Столбцах не видать. Блин. Где ваше гастрольное удостоверение? В пизде. Мы вообще не уважаем. Да, иди нахуй отсюда, долбай. Иди нахуй, блядь. Так, все вот это вот, что сейчас было, это все вырежем, все вырежем. И что останется? Там, где я говорю спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что мы здесь собрались. Классно. Но знаете, каждый раз, когда мне что-то будет не нравиться, я это буду кричать из зала. И это мы будем сразу, чтобы вы давали команду монтажера. Всё, иди нахуй. Выключите микрофон. Ладно, долой грубости. Шоу-то у нас юмористическое. Шоу-то у нас мирное. Да. Шоу о клубе. Шоу о клубе. И сейчас на сцену выйдет первый настоящий комик. Это Брюс. О, Блин, поклонницы. можно я пересяду? Я знаю этого чувака. Я не хочу вообще, это сумасшедший. А что не так с ним? Да, я хочу подальше от него, он чокнутый. Брюс, поднимай. Я смотрел, я же смотрю, вот и смотри. Что происходит? Блин, я так и знал, что не надо было книжки брать. Теперь придется трахаться. Но с парнем странно. Но говорят, один раз не считается. Получается, с этим раз, а с тем, как в первый раз. Это дурдом какой-то. Почему? Почему Лёша так мало разговаривает? Такой рот пропадает. Вообще, кстати, сейчас уже таких красивых не рожают. Я почему-то сейчас, не знаю почему, допил. Я сейчас... Почему-то вспомнил, как я спрашивал у папы, откуда берутся дети. И он мне показал, и это затянулось на несколько лет, а задница уже не затянулась. Но в итоге я понял, что все берется, все начинается с семени. Семя – это дети, дети – это будущее, будущее – это прогресс, прогресс на лицо. На лицо. Так. Я с телефоном выходил. Где мой? Вот он. Черт. Чуть ли не упал. Сцена кривая. Надо пользоваться ситуацией. Паш, ну подстройся. Напоминает импровизацию. Что это? Что это? Я не сломал клуб. Где мои манеры? Нужно поздороваться с иностранцем. Hi. Hello. What of this? Леша, ты заболел? Черт. Спина затекла.
Твою-то мать. Придется так. Паша, помоги. Отпустила. Ой, господи, когда и драк вернется, блядь. Сидите, Григорьевич, все в порядке пока? Почему вы молчите, когда вы так нужны? Наконец-то. Блин, все, я устал молчать, ребята. Подождите. Я признаюсь. Я вижу призраков и слышу их. Сейчас над вами летает какая-то женщина. И она что-то говорит. Она говорит... Теперь она у тебя на лице. Она хочет сказать, как она умерла. Она умерла тут, занимаясь сексом. С этим парнем. Потому что у него огромный, сочный, элегантный член с венами. Респект, братан. А сколько тебе лет, прости? Мне 5. Вопросов нет, Брюс. Тогда поведение соответствующее возрасту. Да, тогда ты довольно развитый мальчик. Тогда ты прям вообще талантливый. Тогда ты вундеркинд, я так скажу. А на самом деле, а психологический возраст какой? Давай, завуалируем. У меня уже был день рождения. Хо-хо! И мне исполнилось 5. Ёбаный обманщик, я никогда не узнаю. То есть тебе уже 10, давай дальше, продолжаем. Скоро мы узнаем, сколько тебе на самом деле. Да ладно. В общем, я настолько люблю Локалайф, что я готов сломать свой член. Ой, хорошо, что свой. Пока это лучшее, в чем я участвовал. Он реально член сломал. Член сломал. Брюс, а почему ты начал танцевать? Потому что на дискотеках девчоночные номера только так заполучишь. Блять, это магистр Йода у нас. Магистр Йоба. Посмотрите, вот так выглядит магистр Йоба. Пока все нормально, цензор. А на удивление, да. Так, ну что, наш паровоз Просто. Наш тягач. с содомитами едет дальше. Следующая станция. Паша Залуцкий. Легендарно. Так, но это сразу Что нет. это вы за... Это сразу нет. Что это вы за позор устроили? Вы так гомосексуализм представляете себе? А разве вы, геи, не так себя ведете обычно? Не, Паш, ну неужели ни разу не возбудился? Типа, не надо ломать член, например. То есть, а вы не так делаете, типа, на руки не встаете и не подходите вот так, как Брюс подходил? Единственный момент, когда он стоял на голове, я подумал, да, это выглядит романтично. Ну а ты как Вау. оценишь его как вот пластичного мужчину? Не, очень пластичный. Сильно, он крепкий мужик. Он крепкий мужик, потому что нужно... Это обсуждаем. это нужна недюжинная сила для того, чтобы стоять на голове. Ладно, Пашка, с чем ты к нам пожаловал? Хочу вам сказать, что мы с Гариком были недавно на стендап-фестивале на Кипре. Или в Кипре. Я не знаю, как сказать, чтобы они не... А ты за целый Кипр или за разделенный? Да. Шел 10-й час съемок. Шутки залетали на ура. Ты на Кипр или в Кипр? Ну, ага. И это был прекрасный фестиваль, потому что это была как одна большая семья.
Там собрались все, кто мы друг друга знаем еще из прошлой работы. Там был и Гарик, там был и Незлобин, там был Эд Мацеберидзе, Макс Коновал, Саша Калинкин. Это была такая... Оргия. Оргия, такая потрясающая оргия. Еще это Наталья Мне Андреевна. кажется, что Пашу можно поворачивать куда хочешь. Ему просто слово всыпь, он В продолжит. этой прекрасной атмосфере Эд Мацеберидзе говорит, а вот познакомься, вот это мой друг. Я смотрю, какой-то чувак, думаю, ну какой приятный зритель, такой вежливый. И мы с этим другом тоже продолжаем общаться. И все начинают разговаривать про то, как про технологии сбора зрителей, когда ты живешь и выступаешь за границей. Вот, и там и Незлобин говорит, а вот билеты надо так продавать, а это Мацеберидзе там что-то, а вот надо вот туда двигать, на те платформы. И тут его друг, это Мацеберидзе, говорит, да, и вы знаете, я заметил, что очень сложно сейчас собирать зрителей. Вот нам очень сложно собирать зрителей. И я у него спрашиваю, а вы чем занимаетесь? И меня Эдик отводит в сторону и говорит, Паша, это Шим из касты, как тебе не стыдно? Не позорься, не делай так больше никогда. Прикинь, что вот как было, тебе было бы классно, если бы попал на какую-нибудь вечеринку, и ты вообще бы не знал, кто такая Мадонна. Вообще бы не знал. И вот ты бы тусил, и тебе оказалось, что здесь нет никаких VIP, здесь нет никаких звезд. А потом бы тебе сказали, это Мадонна, персона номер 1. Там, что-нибудь такое. И ты бы как бы... Ну да, Шим — это ростовская Мадонна. Примерно плюс-минус, да, можно сравнить, наверное, да, по... Шим — это ростовская Мадонна. Я Да. потом понял, почему в эту гримерку набилось такое количество посторонних людей. Все пытались с ним поговорить. У меня как бы открылись глаза, и я Ну, по-другому, Мадонне-то, конечно. по-другому совершенно стал смотреть на ситуацию. Я вдруг понимаю, что вокруг... Что Шум. Эй, не кипишуй. Что он сказал? Вокруг шум. Пусть так не кипишуй. Все ништяк вокруг. Это Конечно, песня ты его не касты. узнал тогда. если Песня ты- касты. Это трек касты. Ну вот я поэтому его и не узнал, потому что я не Да-да-да. знаю всех этих приколов. И я вот теперь думаю, что я должен как-то реабилитироваться в глазах звезды, которую я обидел. Я начинаю просто творить жуткую хуйню. Я к нему прихожу и говорю, а вы знаете, я же на ваших песнях вырос, говорю. Я говорю, вы знаете, вот эта вот песня, что задумано, то сделано, что загадано, то немедленно. Я говорю, вы представляете, я же на ней рос, моя комическая личность формировалась на этой песне. Я говорю, когда мы в женском стендапе работали, у нас были 3 раза в репетиции в неделю. Вашу отбивку, эту песню ставили под каждого комика. У нас было 10 человек на прогоне. То есть за вечер я прослушал эту песню 20 раз, а за неделю я прослушал эту песню 60 раз. Я говорю, я спал с этой песней, она мне снилась. Ну, то есть ты ему дал понять, что хорошо знаешь эту песню. Ну так, если вкратце, да. Он на меня смотрит и так говорит, это не моя песня, это Влади написал. И тут я понимаю, что еще Влади есть какой-то. Оказывается, еще одна селебрити в комнате. Да, мир рэпа огромен. Это был такой пиздец. Я просто наблюдаю, как мое тело продолжает творить хуйню. И теперь я иду к Влади, и я со стороны вижу, как я ему говорю, а вы знаете, я же на вашей песне вырос. И он так на меня смотрит и говорит... А он говорит, а мне вообще, говорит, не нравится эта песня. Он говорит, если бы ты сейчас ее не напел, я бы ее не вспомнил, говорит. Не, ну я не знаю, мне кажется, что ты просто слишком переволновался, то есть не такая трагедия была не узнать Шима из касты, то есть ты не обязан, ты же на другой музыке рос, там, на Джорджи Майкле, Уитни Хьюстон. На Мадонне. Элтоне Джоне, там, Да. Чайковском, Да. Фредди Меркури, Абсолютно. Сергее Лазареве, Ну, Сергей Лазарев, в группе Любе. это уже сомнительно. О, Любе, да. Любимая. Да. Баста. Реально. Реально Баста. На Басте. Не, на самом деле, ведь я же, когда жил в Москве, я снимал квартиру с другими комиками. И они, конечно, я очень много их музыки принудительно, Музыки в принудительном порядке, знаете, когда вот он напивается и вот включает вот этот свой алкогольный плейлист, Мгм. да, и там вот все, назови меня своим именем, там, Ну, здорово. Что это? Это просьба в сексе. А что это? По-моему, это Это фильм. что за комики? Это же фильм. Это- Нет, а что, у Любе не было такой Назови песни? меня- Назови меня тихо по имени. Назови меня тихо по имени. Ключевой Да, там дальше на водой, ушко. Напои меня. Не подпевайте это. Ребят, Нельзя это подпевать. Позови меня. Паш,
А вот вы, когда собираетесь своими, вы, может быть, в какие-то игры играете? Вот вы собираетесь своими, играете вот в эти игры. Вот в эти игры, где вы геев изображаете, да? Мы не Когда один другому коньяк наливает, и другой его по жопе шлепает, и такой. Но мы так не делаем. Это еще на фоне играет «Назови меня своим именем». Ключевой Паша важный такой это по имени. типичный гетеро вообще. А как тебе мой прикид, Паш? Прикид твой, дай посмотрю. Господи. Желтый пиджак. Ну, мне нравится твоя комедийная подача. Видно, что ты гетеросексуал виден здесь. Вот, потому что, Реально видно, что я гетеросексуал там? ну, видно в тебе такое пренебрежение к внешнему фактору, вот, которое может позволить себе только примежение. Ну да, гей бы в желтом фактору. пиджаке никогда в воду не полез. Да, который может позволить себе только. Неужели нету геев, вот, которые небрежно одеваются? Нет. Камон. Озабоченная тема гейства. Что за новый фон? Ладно. Не, я вообще толерантен. всё. Я не знаю, как там этот выдерживает. Мы вообще за diversity. Да, я предлагаю перейти уже к играм. Уже... Давай. В общем, что происходит, ребята? Мы живем в такой сейчас век, где все сокращается, упрощается. И я заметил, что парни на сайтах знакомств теперь уже даже всем лень писать описание профиля. Все пытаются всю информацию засунуть в ник. Но я ничего не понимаю. Мне кто-нибудь может помочь, что это То есть означает? это парни геи, правильно? С которыми ты хочешь познакомиться? Ну это да, парни, Да. с которыми я хочу Вот познакомиться. они слева направо. вот они 2, 4, Те, кто 40... знает, они могут быть не геи, кстати. 2, 4, 49. А, Так, ну это два сверху. В конце всегда возраст. В конце всегда тут возраст. 2, а ты показываешь, чтобы зрители тоже видели. 2 стрелочка вверх, 4 стрелочка вниз, 49. 2 раза он был сверху, 4 раза снизу. И 49 раз наблюдал. 2 приседания, 4 отжимания. Анжумания. Может быть, я должен поехать на 2 этажа вверх, 4 вниз и постучаться в квартиру 49, я не Вот. знаю. На минус втором этаже геи живут. Ай, А ты не расшифровал это, что в итоге? я не знаю. Пишите что в комментариях, что это это. такое. Может 2, быть, кто-то 4. из зала знает, что это. Вот это. Ну, здесь понятно. Думаю, что это пара, да? Фан, поиск, персик. Да. Это отец с сыном. Да, потеряли фрукты. Пошли в парк повеселиться. Ищет приключения на свою жопу. И ищут приключения на свою жопу. То есть не ищут жопу, а на свою жопу. Ищут, 2 парня ищут жопу. Вообще, с каких пор персик это жопа? Это С неправильно. испокон веков. Вы видели мужскую жопу? Это вообще не персик, нифига. Ну это киви, да. 2 парня держатся за руку. Ну, Фан, поиск, так, персик. Ну лупа, это очевидно ищут. Рассматривают в лупу. Рассматривают в поиске персика. Персик, ну больше как попка. Типа 2 парня рассмотрят вашу жопу. По фану. Но если с другой стороны, то вообще бред. То персик ищет нуф-нуф. Из сказки про свиней. Это если арабы, а не Про справа. поросят. Персик ищет нуф-нуфу для того, чтобы... Чтобы с ним дружить. Ну, вот это очень романтичный чувак, я уже его расшифровал. Так, глаза, парень, стрелочка, самолет, остров. Ну, понятно. Так, Ищу для отпуска. Да. Я ищу пилота самолета. пилот самолета сделает коррекцию зрения. Это короткая история Романа Протасевича. Да, посадили самолет и живет на райском острове теперь, да. Да, он на Райском острове сейчас живет, он уже не в Минске. Райский остров — это название завода. Вот. Так, ну тут вообще, тут жесть, я не знаю, что это. Это... Ого, тут свинья нарисована. Это натурал чисто делал. Виски, Точно. пиво, натурально. виски, пиво, кофе, сила, свинья. А дальше что? Цепи металлические. Цепи, да. Типа выпьем пиво, потом кофе, потом покачаемся, съедим свинины, и я тебя свяжу цепями. Это что, настолько прямолинейный? Но это больше как Цепь. когда по телеграмму разговариваешь, тебе вот зашифрованный код дают такой. А вот это что? Так, это. Ну, 38 это возраст, Попугаев. Да. да.
Смотри, он 38 лет пошел качаться, бегать, и ему все равно 38. Вообще, если стрелочка вверх означает, что это актив, то это очень как-то странно. Почему актив стрелочка вверх? Если чувствую Актив- учеником школы геев. Знаешь, типа мне такие, так, детки, открываем. Вот это значит стоит писечка. Я такой, ага, хорошо. Непонятно, Давайте почему по вверх. картинкам рассмотрим. Вот глазки, ваши глазки должны смотреть вот на парня. Аганесян, ты что, не готов? Аганесян, расшифруй вот эту попку персик. Я такой, я персик продавал. Так, нет, тут персик как попочка. Брюс, покажи, что это такое. Подойди к нему на руках, и ко мне Брюс вот так подползает. Сон при температуре 38. К этому я тебя не Это не отпущу, моё. Паша. Это какой-то маньяк ебаный. Это Джеффри Даммер. Я не отпущу тебя. Ты хуй расшифруешь, что это такое, Паш. Мы тебя не отдадим. Вот это вот, мне кажется, еще ничего. Это прям вот простой мужик. Все четко и понятно. Баклажан XL ищет персик 36. Все. У чувака большой член, да, и он в поиске. Ну, мы Ой, уже а я- начали разбираться. Гар, мы с тобой сейчас как будто Очень, презентуем что-то сейчас. Да. Не, уже черная водолазка. Блин, не снимай. Это вот типа фото клубы побратимы, Ари Локал. Это и есть наш обмен. Следующий на этой сцене Ярик Захарченко. Гарик, Ярик. ты очень интеллектуальный комик. Так. Ты участвовал в шоу «100 к 1». «Слабое звено». Актер стендапа. Я предлагаю тебе поучаствовать еще в одном интеллектуальном шоу в рамках нашего стендап-клуба. Конечно, я за. Харченко. Отлично. Паша, врубай. Добро пожаловать на интеллектуальное шоу Local Quiz. Я ведущий Ярик Захарченко, и сегодня у нас в гостях армянин, чуть менее известный, чем Генрих Мхитарян, но более, чем Никола Пашинян, Гарик Аганесян. Гарик, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Тебе нужно будет набрать 10 баллов. Ребята могут тебе помогать. Окей. Спасибо. Пожалуйста. Итак, начнем с разминочного вопроса. Выбирай категорию. Армения, футбол, Беларусь. Футбол. В августе 2012 года состоялся футбольный матч между Арменией и Беларусью. Кто победил? Может, ничья? Вы что думаете? Ну, я думаю, такой подвох. Кажется, Беларусь. Подвох? Думаешь, Беларусь? А ты? Армения. Офигенно, чуваки, спасибо за помощь. Пожалуйста, Ничья. Гар. Я Как говорю, твой окончательный ответ? ничья. Это неверно. Блин. Победила Беларусь. Да. Как и всегда. Как и всегда. Это самая запоздалая радость на победу спустя 13 лет. Какой счет был? Что есть, тому и радуемся. 2-1 победила Беларусь. Итак, следующий раунд называется «Что это значит?». Я буду называть тебе белорусское слово. Тебе нужно будет перевести его на русский язык. Хорошо? Да. Для каждого слова можешь попросить пример его использования в предложении. Хорошо. Да. Кроме того, в этом раунде у тебя будет подсказка «Звонок в белорусское посольство». Хорошо. Итак, хорошо, А поехали. есть номер? Да. Оно сейчас работает, поздно же. Проверим. Горячая линия. Хорошо. Итак, Там есть отдел квизов, они работают всегда. Им вообще делать Делать нечего. нечего У них рабочий день раз в месяц, когда Local Life снимается. Они сейчас только приезжают и говорят, там Ярик вышел уже, наверное. Я там сегодня ночую. Да иди нахуй. Итак, Все вообще плевать, где ты ночуешь. В этом... итак, первое слово, белорусское слово «диктатор». Перевести на русский? Да, можешь попросить пример использования в предложении? Прошу. Лукашенко диктатор. Протестую. Я думаю, что тут, к сожалению, похоже значение и в России, и в Беларуси.
Но надеюсь, что когда-нибудь они получат только первые 3 буквы своего. Мы заберем у них татар. Дык. Дык. Ты уверен? Ладно, 2-1. Гарик, ну давай посерьезнее как-то. Ладно, ну диктатор / диктатор. Да, это правильный ответ, верно. Итак, последнее слово. Так, Плод. давай полную. На плоте было написано, что лоза хуй. Звоним. Лази. Ну, стена, наверное. Бля, Это реально посольство? Алло. Добрый день. Здрасте. Гэта шоу Local Quiz. І сьогодні у нас в гостях Гарик Аганесян. І у якого є до вас запитання? Я не понимаю, что вы говорите. Говорите на нормальном языке. Гарик, попробуйте. Здравствуйте. Здрасте. Нужен перевод. Это белорусское посольство? У нас за перевод комиссия. Вы где? Вы в бане? Почему смех женский? Это уборщица. А вы угарный. Можно, пожалуйста, мне перевести слово? Я тут в квизе. Ведет Фредди Меркури. Да. Да, слушаю вас, конечно. Это ж, мы посольство Беларуси, мы же этим и занимаемся в Как с целом. белорусского переводится слово «плод»? Для контекста могу сказать предложение. На плоте написали, что лоза хуй. Плот — это забор. Угу. Дякую. Там дякую. Пожалуйста. Пожалуйста. Итак, Дякую. твой окончательный ответ. Мой окончательный ответ — забор. Верно! И Гарик выигрывает главный приз. В прошлый раз на прошлых съемках Local Live, когда был Гарик. ты попробовал белорусский завтрак. Видели это? Кто это видел? Я бы не хлопал. Да, но это был на самом деле не настоящий белорусский завтрак, то есть это просто сырое яйцо. Вот. Мы подготовили нормальную белорусскую еду. Внесите, пожалуйста, драники. Сколько можно? Сколько вы не устали блюрить это все? Ну ты же не откажешься есть драники, Гарик? А я прям оттуда должен есть или я могу взять? Очень вкусно. Смачно? Смачно Прям есть. безумно вкусные драники, спасибо большое. Люблю, белорусская кухня топ. Это было шоу Local Quiz. Спасибо, что пришли. Настя Закревская. Комикеса. Новый выпуск Local Life отснят. Было много крутых ребят. И Брюсу исполнилось 5, но он уже успел член себе сломать. И еще был КГБшник, но все на него положили хуешник. Ай-ай, ай-ай. К нам еще приехал Гарик, настоящий суперстар. Лёша за весь выпуск нихуя не сказал.
Все выпуски такие красивые, с картинками цветными. Ура! Жаль только, что это все печатаю я. В этом выпуске было супер много сюрпризов. Особенно, конечно, квизов. Гарик, это круто. Тихо, тише. У него доброе сердце. Пиздец, как же жалко этого младенца. И еще на сцене был гей. Ярик. Эту шутку заставил меня сказать Гарик. Все. Это был 7-й выпуск шоу Local Life. Спасибо Мы всем, кто- начинаем.